США ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из уйгурского региона в связи с нарушением прав человека, совершаемых китайскими властями. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на сайте Таможенно-пограничной службы США при Министерстве национальной безопасности страны. В пресс-релизе отмечается, что сотрудники американской таможни будут изымать любые прибывающие в страну грузы, в которых будут обнаружены хлопок и хлопковые изделия, произведенные на предприятиях Бинтуан Синьцзянского производственно-строительного корпуса Коммунистической партии. Это решение принято на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, в том числе труда заключенных. 31 июля Министерство финансов США в соответствии с глобальным актом Магнитского ввело санкции в отношении производственно-строительного корпуса и 2 членов его руководства за нарушение прав человека. Согласно видеозаписям, взятым из китайских социальных сетей, женщины и девушки уйгурского региона, трудящиеся на предприятиях по обработке дерева, производству пластиковых барабанов и стали, вынуждены выполнять тяжелую работу вместо мужчин. С 2017 года Коммунистическая партия Китая заключила большинство мужчин региона в концентрационные лагеря и тюрьмы. Чтобы заработать на жизнь и прокормить семью, женщины, оставшиеся без отцов, братьев, мужей и сыновей, вынуждены работать на заводах и фабриках внутренних провинций. После президентских выборов в США Китай пытается повлиять на потенциальных сотрудников администрации нового президента. Американская контрразведка уже проводит с ними разъяснительную работу. Необходимо, чтобы новый президент США Джо Байден имел доступ к секретным брифингам разведки. Об этом заявил директор Американского национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. Сейчас мы наблюдаем, что запланированный и предсказуемый всплеск переориентации Китаем кампании своего влияния ведется на членов администрации избранного президента Джо Байдена, отметил Эванина, выступая на заседании аналитического центра Института Аспена. Он также заявил, что китайцы пытаются вмешаться в разработку вакцины против коронавируса. Министры иностранных дел стран НАТО во вторник в режиме видеосвязи собрались на заседание, организованное по инициативе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Одним из обсуждаемых вопросов стала угроза стратегической безопасности региона. Глава Госдепартамента США Майк Помпео отметил, что новый вызов для блока – политико-экономический подъем Китая. Завершая свою речь, Помпео предложил создать комитет, задачей которого должно стать гарантирование технического доминирования стран НАТО и защита государств Альянса от установления Китаем экономического контроля над стратегическими секторами их экономик. Япония выразила протест России из-за размещения обновленных зенитных ракетных систем большой дальности С-300Б4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного секретаря Кабинета министров Кацунобу Ката. Размещение обновленных зенитных ракетных систем большой дальности на Курильских островах стало известно 1 декабря. По мнению японцев, подобные действия укрепляют российский военный потенциал, что противоречит позиции Токио по островам. Отметив, что японское правительство направило официальный протест российскому Министерству иностранных дел по дипломатическим каналам, Ката сообщил, что японская разведка на постоянной основе собирает информацию о действиях российских военных на северных территориях страны.